Мир вам, братья и сестры. У меня 5 марта днюха была, 55 стукнуло. Вот жена такого ишака мне подарила. Ну, я думал, что это ослик, а это оказался скакун. Прет, короче. Такая тихая мощь у него прям. Ну, как мотоцикл, реально. Что-то как-то на картинке меньше смотрелся. Тут реально. Ну, в общем, ссылочку оставлю в описании. Может, кому надо такая техника. Тут 45-й аккумулятор. Я не знаю, там кто говорит 70, кто говорит 90 километров хватает проехать. Но мощь чувствуется, прям прет конкретно. Это вот на первой передаче мне даже хватит ездить. Кофр такой тут. А, ну это закрытый, я пока не буду вмещать. Ладно. Так что вот похвастался подарком. Ну, если вы подарок захотите, там внизу ссылочку оставлю, куда. Вот такой вот с Божьей помощью ножик соорудили. Скажу, то есть нужно держаться крепко, вынимается одной рукой. То есть пальцем упираетесь и выходит. Так, не улетело. Вот сразу покажу, как я его использую в своих целях. Это вот я еще виноградом занялся, первый саженцы. Черенки проращивать буду. Строительный утеплитель этот такой, забыл как называется. Пеноплекс. Пеноплекс. Это такой вот плотик будет для саженцев. Вот так вот сейчас я покажу. Кусочек. Это вот по размеру примерно посуды, чтобы он плавал спокойно. Вот такими крылышки такие вырезаем. И потом сюда вот черенок винограда. Вот так вот вставляется. Много штук их. Сейчас вот тут везде так по всему периметру нарежу. И в воду опускается. Получается, эта часть все время на одном уровне. Не надо воду там раз в 2 недели примерно меняю. И все. Вот. Ну и приступим дальше к испытанию. Это я показал, как ножик использую в каких целях бывает еще, помимо всего прочего. Вот. Роклася. Кончик тоже есть. Так. Ага. Деревяшку забыл. Возьмем есть какую-нибудь. Просто чтобы строгануть немного. Это вот сосна обычная. Можно так, можно вот такие тоненькие стружечки снимать. Хорошо регулировать глубину строгания. Такие вот именно. Хвостик. Вот, кстати. Ну это коровий хвостик. Или бычий. А это вот кусочек шкуры лося достался. Сейчас мокрый, попробуем когда. Вот во влажном виде, видите, удобнее намного брить. То есть добыли лося, можете побрить его, кожаные курточки потом пойдете. Ну это так, шутка, конечно, да. Шутки юмора где-то. Да, и вот по газетке сейчас покажу тоже. Примерно так.
А, шкуру саму еще не показал, как режет. Да. Ну, то есть вообще легко. Собачка полностью. Правится по плоскости. На какую-нибудь такую поверхность, чтобы не порезаться, ставите. И по плоскости со стороны дола. Наждачка в зависимости от затупления гридность. Вот с этой стороны только заусенчики снять слегка. Вот, в общем, так примерно. Смазка такая у меня продается. Не забывайте смазывать клинок, особенно если на хранение долгое кладете или едете куда-нибудь, какой-то влажный климат, чтобы клинок был, ну то есть в общем при любом удобном случае сухой тряпочкой протерли, смазали и в нужный вложили. Нужно тоже этой же смазкой пропитываете обильно прям, чтобы они влагу не тянули, чтобы не пересыхали, чтобы у вас не было с ними проблем. Ну, как и обувь, как и любое огнестрельное оружие, тоже все нуждается в смазке. То есть подвес особенно тщательно пропитывайте. Подвес очень прочный, цельное кожаное кольцо, без швов. Ну, как и ножны, то же самое. Внутри можжевельник, клинок всегда стерильный, всегда приятно пахнет. В общем, всего самого доброго. До свидания.